Таджиков просят запасаться необходимым. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой дефицит возник в стране. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. В Таджикистане на фоне российско-украинского вооруженного конфликта возник острый дефицит иностранной валюты. Банковские обменные пункты за последние несколько дней воздерживаются от продажи валюты, но с удовольствием приобретают ее. Суть объяснений сотрудников обменных пунктов относительно отсутствия рубля и доллара, которые являются наиболее востребованными иностранными валютами в стране, сводится к тому, что мы тут ни при чем. Так, в одном из столичных пунктов Орионбанка сказали, что не имеют валюту, так как не получают ее от клиентов. Мы можем продавать вам только ту валюту, которую в свою очередь приобретаем у других клиентов. Возможно, получим ее через пару минут, а может и только через пару дней, сказал сотрудник банка. Примерно то же самое сказали в одном из подразделений Аманат Банк, отметив, что валютные интервенции со стороны Национального банка Таджикистана не производятся, и банки могут полагаться только на то, что сами имеют. Правда, в пунктах денежных переводов банков говорят, что приток денежных переводов, которые в основном являются рублевыми, продолжается, хотя размер таких поступлений сократился. При этом некоторые сотрудники банков утверждают, что снижение объема денежных переводов является характерным для весеннего периода и советуют не торопиться связывать данное явление с ситуацией в Украине и санкциями Запада. Однако трудовые мигранты, работающие в России, сказали, что они в настоящее время могут отправить деньги на родину только с карты на карту или с кошелька. После начала военных действий в Украине обналичить карты практически невозможно, поэтому мы не можем прислать деньги посредством пунктов денежных переводов, сказал Фирус Салимов, который работает в Москве. Объяснение от Национального банка Таджикистана по поводу дефицита иностранной валюты получить не удается. А как вы относитесь к такой ситуации? Пользуетесь ли вы иностранной валютой? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Между тем, специалист одного из системных банков республики, который пожелал остаться неназванным, признался, что существует негласное поручение, которым запрещается продавать валюту. Коммерческим банкам держать у себя валюту невыгодно. Пункты обмена банки открывают для того, чтобы заработать, приобретая валюту по сравнительно низкой стоимости и продавать его за более высокую цену. Но есть инструкция, которым предлагается временно отказываться от продажи валюты, и банки относятся к этому с пониманием. Финансовая экономическая ситуация в России, откуда к нам поступает львиная доля валюты, усложняется из-за войны в Украине и новых западных санкций с каждым днем. Поэтому банкам предложили экономить валюту, чтобы иметь возможности финансировать импортеров товаров и продукции, сказал собеседник. Он отметил, что поставщики необходимых в республике товаров в настоящее время получают валюту без каких-либо проблем. Отметим, что внешнеторговый баланс Таджикистана является отрицательным. Объем, уходящий на импорт валюты, в 3 раза превышает приток денег за счет экспорта таджикской продукции. Согласно данным статистического ведомства, объем экспорта в январе этого года составил всего около 90 миллионов долларов, тогда как импортировали мы товаров на сумму 288 миллионов долларов. Эта разница главным образом покрывается за счет денежных переводов, которые поступают от экспорта трудовых мигрантов. Примерные меры по экономии валюты применялись Нацбанком в прошлые годы во время валютного кризиса. Так, в феврале 2019 года экс-глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода, объясняя причины дефицита доллара, сказал журналистам, что республика очень зависима от импорта. Практически все продукты первой необходимости импортируются. Он признался тогда, что поручил банкам обеспечить валютой в первую очередь поставщиков горючего, пшеницы, сахара, масла и других товаров первой необходимости. Тем самым людей предупредили, что продукты первой необходимости могут подорожать из-за этой всей ситуации. Как вы относитесь ко всему этому? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!